Привет, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас снова. Я надеюсь, что вы выполнили успешно домашнее задание, у вас получилось сделать бхуджангасану, позу кобры. Может, вы сделали один подход в 30 секунд, может, вы сделали два подхода по 30 секунд. И думаю, что у вас прекрасно получилась эта асана, и вы почувствовали все мышцы, которые задействуются в ней. И также сделали компенсацию, чтобы привести в норму позвоночник после прогиба назад. Сегодня у нас новая асана. Она называется шалабхасана. Переводится она как поза саранчи. Поза саранчи она называется потому, что когда мы лежим на животе, на коврике, то мы поднимаем ноги, обе ноги примерно на 45 градусов, и это напоминает саранчу. Сейчас я вам расскажу о плюсах этой асаны. Так как асана задействует полностью мышцы спины, живота, мышцы бедер, то, естественно, она очень хорошо влияет на все внутренние наши органы. Также она прокачивает и укрепляет наши мышцы спины, живота и переднюю часть бедер. В противопоказаниях имеются сильные боли в спине. Также, если есть язвы желудка, какие-то проблемы серьезные с желудочно-кишечным трактом, если присутствуют сильные боли в пояснице, спине, то можно делать, конечно, более упрощенный вариант, но лучше делать их аккуратно. Давайте сейчас перейдем к выполнению данной асаны. Мы сделаем ее два подхода, постараемся сделать по 15 секунд. Переходим в положение лежа на животе. Встаем сначала на четвереньки, руки ставим в упор и опускаемся. Стопы соединяем вместе. Руки тут мы уводим вдоль туловища ладонями вниз. Опускаем подбородок на коврик. Сейчас я продемонстрирую полный вариант асаны. И потом продемонстрирую упрощенный вариант. Подбородок опустили, сделали вдох и выдох. На вдохе поднимаем обе ноги. Если получается, поднимаем их чуть повыше. Если нет, то держим их чуть ниже, насколько вам комфортно. Подбородок от коврика не убираем. Глаза здесь можно закрыть. И плавно, не бросаем, опускаем. Лоб опускаем на коврик. Делаем вдох и выдох. И упрощенный вариант. Если вам тяжело ноги поднимать сильно высоко, то поднимаем их чуть-чуть повыше от пола. И здесь ноги в упрощенном варианте можно расставить, подбородок на коврике, со вдохом ноги поднимаем и держим. Можно опустить чуть ниже, держать в этом положении. И опустили. Ноги соединили. Лоб опустили на коврик. Сделайте вдох и выдох. Руки поставьте возле грудной клетки. Оттолкните таз назад. Садимся сначала. Каждый выбирает свой вариант шалабхасаны, позы саранчи. Делаем мы ее по 15 секунд, два подхода. То есть вы опускаетесь, сначала делаете 15 секунд, опускаетесь, отдыхаете и еще 15 секунд. Если вам тяжело делать полный вариант, то ноги расставляем на ширину таза и поднимаем в таком положении и не сильно высоко. Также после шалабхасаны очень важно сделать компенсацию для позвоночника, чтобы убрать прогиб, который мы делали немного назад, поднимали ноги. То есть мы сейчас тоже сделаем шашанкасану, позу зайчика, которую мы делали после бхуджангасаны, после позы кобры. Также расставляем колени на ширину коврика, носочки у нас вместе, руки ставим перед собой и начинаем постепенно отшагивать вперед. Опускаем таз вниз, максимально тянемся вперед и опускаем лоб на коврик. Так как мы делали шалабхасану 15 секунд по два подхода,
то нужно будет сделать шашанкасану где-то 30 секунд. Опустились и максимальное вытяжение. Дыхание восстанавливаем, дышим спокойно, естественно. И со вдохом плавно начинаем подшагивать к себе. Соединяем ноги вместе, выводим их сбоку и переходим в положение сидя. Садимся на коврик. И сегодняшнее домашнее задание для вас. Хочу напомнить, если вам тяжело делать какие-то асаны, вы всегда перед ними можете сделать Сурью Намаскар. 7 кругов или чуть меньше, сколько вам нужно. Вы даже можете делать больше, чем 7 кругов, если вам это необходимо. Ну, то есть вы можете сделать даже 14 кругов. И потом уже выполнять последующие асаны из домашнего задания, чтобы вам было легче. На сегодня домашнее задание – это выполнить позу шалабхасаны, позу саранчи, 2 подхода по 15 секунд. И после нее выполнить контрпозицию шашанкасану, позу зайчика 30 секунд. Я желаю всем хорошего дня и хорошей практики. Всем намасте!